Добрый день, дорогие друзья! В эфире программа «Якутск сегодня». За режиссерским пультом Николай Слепцов и Николай Дмитриев. У микрофона редактор Саргалана Антонова. В современном мире мы часто слышим фразу «героями не рождаются, героями становятся». А кто он такой герой нашего времени? Как соответствует толкование этого слова в эпоху компьютеров и виртуального мира? Ценности и идеалы наших мам и пап нас уже не удивляют, но к чему стремится современной молодежи, на что опираться? Есть ли у нас на сегодня примеры для подражания, люди, на которых хочется быть похожими? Нам кажется, что это очень важно сегодня для всех, и для взрослых, и для детей, знать, что рядом с тобой живут люди, которые в любую минуту придут на помощь. Так называемые маячки, чьим подвигом можно по-настоящему восхищаться. Об этом и не только сегодня мы будем говорить с гостями нашей студии. Итак, это член Общественной палаты Республики Саха-Якутия, заместитель директора Высшей школы инновационного менеджмента Якутии Наталья Альбертовна Кашперская. Добрый день. Добрый. И эксперт, общественный деятель, представитель Лиги женщин города Якутска Антонина Степановна Титова. Здравствуйте. Здравствуйте. Дорогие друзья, напоминаем, что наша программа выходит одновременно на телевизионном канале НВК Саха и на нашем радио. Мы работаем в прямом эфире. Вы можете дозвониться к нам в студию по телефону 32 2066 32 11 66. Пожалуйста, звоните и присоединяйтесь к нашему разговору. Ну что же, а нашу беседу я хотела бы начать вот с такого размышления. Что же такое на сегодня героизм, патриотизм? Вот нельзя все-таки говорить об этом понятии в прошедшем времени. Понятно, что не каждый из нас может стать настоящим героем, совершить какой-то героический поступок. Но значит ли это, что места подвигу вот в нашей современной жизни нет? Знаете, вот все, о чем вы говорите, это все правильно, но мне кажется, что с момента, когда у нас была объявлена специальная военная операция, все немного изменилось. То есть, по большому счету, в этот момент мы начали делить людей, поддерживающих ее, и людей, которые ждут, чем все закончится. И вот те люди, которые не ждут, которые активно ведут себя, которые принимают активное участие в том, чтобы сохранить целостность нашей страны, защищая ее интересы на передовой. Те люди, которые обеспечивают крепкий тыл, это и есть патриоты. Это те люди, которым не все равно, каким будет наше будущее. А те люди, которые сейчас заняли выжидательную позицию, либо того хуже, последними словами отзываются о нашей стране, это не патриоты, это не герои нашего времени, это те люди, которые мне, по крайней мере, не интересны. Антонина Степановна. Я согласна абсолютно. И единственное, что я хотела бы добавить, что патриотизм это определяется как любовь к родине. Я вот своим ребятам говорю, вы можете выбрать любую профессию, вы будете работать в разных отраслях, но самое главное чувство, самое главное то, что нужно воспитывать в себе, это патриотизм, любовь к своей родине, готовность ее защищать и делать все, чтобы она развивалась и процветала. Это и есть патриотизм. Все вместе. Не по отдельности. Хорошо. Этим летом случилось очень интересное событие. Появился общественный проект, который называется «Свои». Вот что дало начало, либо толчок для возникновения этого проекта? Да, вы знаете, я являюсь не только членом Общественной палаты Республики Саха-Якутия, но и представляю наш регион в Общественной палате Российской Федерации. И там как раз вхожу в комиссию в Общественной палате РФ, которая занимается суверенитетом, патриотикой, помощью семьям СВО. Поэтому, конечно, мы думали о том, каким образом вообще изменить повестку патриотическую в нашем обществе. Вот согласитесь, что у нас не так все хорошо, как хотелось бы. У нас чаще всего складывается такая ситуация, что если кто-то пишет о том, что у нас все плохо, набегает масса всевозможных экспертов, которые говорят, да, это так, у нас все плохо. Если же мы пишем о том, что достижение России, мы что-то изобрели, мы что-то придумали, мы запустили новое производство, набегает такое же большое количество критиков, которые говорят, да нет, это все не так. Все детали куплены на Западе. Вот у нас, к сожалению, немножко сместились стереотипы восприятия
Мы перестали гордиться тем, что сделано в России. Поэтому нам хотелось сместить эту повестку, сменить ракурс. И когда я была на приеме у Арсена Сергеевича Николаева, я ему рассказала о том, что меня это беспокоит. Он сказал, да, деятельностный патриотизм, именно деятельностный патриотизм, это то, что нам сейчас нужно. И тогда мы придумали вот этот проект «Свои» и запустили его в жизнь. Он о тех людях, которые каждодневным своим трудом, не за заработную плату, а по велению сердца и совести, делают нашу Якутию крепче, делают Россию крепче и являются настоящими патриотами. Но не всегда об этом рассказывают. Вот согласитесь, что есть такая категория людей, которые не бегут впереди паровоза с флажком и кричат «Я патриот», «Я люблю свою страну». Делают свои дела, но они делают свои... остаются в стороне. Да, да. И мы решили вот находить таких героев, а они герои, и рассказывать о них. Очень интересно. Вообще концепция данного проекта, да, в чем его цели, задачи? Вот это героизация нашего общества. Мы хотим, чтобы... Ну, говорят же, красота этого мира в глазах смотрящего. То есть кто-то видит эту красоту, а кто-то смотрит на тот же самый объект, и красоты ты не видит. Поэтому мы хотим показать всем людям, что рядом с нами живут очень патриотически настроенные люди, красивые люди, созидающие люди. Те люди, которые не кричат, куда катится мир, а те люди, которые катят его в верном направлении. Вот об этом. Ага, я знаю, что у проекта есть свои эксперты, да? Вот очень интересно было бы узнать, что это за люди, в чем их миссия. Вы знаете, вот условно мы экспертов называем посол доброй воли. Это те люди, которые как раз увидели героя и смогли о нем рассказать. Вот сегодня в вашей студии вы представили Антонину, да, она как раз тот самый эксперт, один из экспертов. И я думаю, она сегодня расскажет о своей героине. Вот, она как раз сумела увидеть то, чего не смогли увидеть все люди, проживающие в ее доме, да? Расскажите, Антонина. Ну, я хотела бы продолжить тему того, что очень часто люди, которые делают добро, делают мир лучше, они вот в одной из последних передач, где я участвовала, где участвовала моя героиня, как раз вот это очень ярко проявилось, что люди, творящие добро, они очень скромные, они... Там девушка была, у нее даже в соцсетях не было никакой информации, ничего. Представляете, о том, что она делает. Я думаю, что потом Наталья Альбертовна расскажет. Это удивительная девушка, но очень скромная, такая же скромная, как и моя героиня Дарья Олеговна Егорова. Мы с ней живем в одном доме, и когда Наталья Альбертовна рассказала о своем проекте, о проекте «Свои», я сразу ее вспомнила. Я вот, знаете, эта девушка и ее бабушка Любовь Петровна делают наш мир лучше, красивее. Они на протяжении, уже более 8 лет высаживают по своей собственной инициативе цветы, украшают наш двор, украшают наш мир. Это общественный двор, понимаете? Это не приусадебный участок личный. Это многоквартирный дом, в котором они высаживают не только цветы, но и деревья. Была когда-то идея высадить в новых кварталах города Якутска, в новостройках, черемуху, чтобы у нас были свои черемушки. Такая как идея когда-то была, мечта. Но я хочу сказать, что именно Дарья со своей бабушкой эту идею, эту мечту притворяют, потому что возле нашего дома растут черемухи и цветы. Вот разве это не герой? Это герой. Но девушка совершенно не воспринимала свои действия как героические. Она просто это делала много лет, как маленький принц, который, проснувшись поутру, приводит в порядок свою планету. Так и Дарья поступала именно таким образом. Но вообще я хочу сказать, что проект достаточно глубинный, потому что его курирует, с одной стороны, Общественная палата Республики Саха-Якутия, а с другой стороны, Высшая школа инновационного менеджмента. Потому что здесь это управленческая технология, мы на стыке работаем. Вот согласитесь, что это инициатива людей. Если они начинают своими силами украшать двор, значит, этот двор не в порядке.
И тогда те, кто отвечают за это, управляющая компания, они должны отреагировать на это. А мы уже смотрим, отреагировали или нет. И вчера мне было очень приятно, что девушка Дарья сказала: да, управляющая компания мне помогает. Округ помогает. Округ помогает, да. И я с удовольствием попросила ее назвать компанию. Она сказала: да, это Прометей. И нам помогают и саженцами, и помогают землей. Ну, то есть, вот мы видим стык, когда инициатива людей, она поддерживается властью. Это идеальный вариант. Поэтому о таких примерах мы будем рассказывать постоянно. Ключевое слово «пример» для того, чтобы это стало примером для других. Самое главное, что герои были услышаны, да, и да, помощь да. была оказана. Да? А вообще, как стало возможным сделать данный проект? Вот, ну, понятно, что любая инициатива, любой проект, он все равно требует какого-то своего финансирования, поддержки и так далее. Да, конечно. От этого много зависит. Мир не без добрых людей, и в Республике Саха-Якутия их достаточно большое количество, потому что мы начали как бы искать людей, которые разделяют ценности, вот о которых мы сегодня с вами говорим, и подумали, что людей, которых мы признаем своими, которых мы признаем героями, мы бы хотели отмечать каким-то памятным знаком. И тогда родилась идея сделать знак в виде картографического изображения Республики Саха-Якутия. Да, кстати, знак у нас на столе. Передайте, пожалуйста, мне, я хочу показать. Вот такая открытка, это подарочный вариант. Он выполнен из желтого золота. Видите, здесь обозначена республика наша, да? Расположен он на картографическом изображении всей России, что еще раз подчеркивает целостность нашей страны. И здесь на обороте есть... Они все под номером определенным, они именные. И здесь есть QR-код, наведя на который телефон, можно будет посмотреть фрагмент той передачи, где рассказано про героя. А здесь внутри у нас указаны все наши партнеры, которые приняли участие в том, чтобы это стало возможным. Поэтому я с удовольствием хочу, конечно, назвать и магазин цветов «Маки», и Ассоциацию предпринимателей «Сделано в Якутии», и Ингушскую общину, и Инвестпроект, и фондовый центр, и автовокзал. То есть очень много людей, которые заинтересованы в том, чтобы этот проект был. Угу. Это действительно здорово. А вообще мне интересно, как вы ищете, вообще находите героев для своей передачи? Знаете, мы просто общаемся. Вот общаясь сегодня с вами, я думаю, что после эфира я вам задам тот же самый вопрос. Саргалана, а в вашей жизни есть люди, которых вы считаете патриотами? И наверняка, задумавшись, вы скажете: да, есть. И расскажете мне об одном из таких героев. И, возможно, на следующую передачу я уже в качестве эксперта приглашу вас. Очень интересно. И я думаю, это будет здорово, да? Давайте вот поговорим, кстати, о начале вашего проекта. Вы, наверное, помните, кто стал самым первым героем? Да, конечно, это удивительнейшая женщина. Она получила значок с номером 1. Это Тамара Билан. Женщина, которая у нас на видеокадрах, она где-то должна быть. Это женщина, которая тоже, кстати, тема цветов, но она делает палисадник, где ростовые куклы представляют, например, все 15 сестер всех республик Советского Союза, например. Либо всем известную бабушку с красным знаменем, которая выходила, да, когда проезжали наши танки. Ну, вот она делает тоже своими руками все, что возможно для того, чтобы ее двор стал классным. Но в отличие от Дарьи, про которую говорила Антонина Степановна, ей помогают все соседи. То есть она смогла сорганизовать весь двор, и там и дети, и взрослые, они все прямо ударным трудом и землю таскают, и высаживают что-то. Ну, в общем, очень интересная женщина, которая приехала к нам, родилась на Донбассе, приехала из Ташкента много лет назад, более 30, научилась играть на хомусе и теперь входит в 20-ку лучших хомустистов Республики Саха-Якутия. Ну, в общем, удивительный такой человек, действительно любящий Якутию, поэтому я очень рада, что именно она стала первым участником нашего проекта. Ну, я думаю, что на самом деле горожане видели вот эти инсталляции, которые она делала. Конечно, да. Конечно, да. Хорошо. Я знаю, что вот буквально на днях вышел очередной выпуск вашего проекта, да, здесь опять-таки новые герои, и один из них атаман Нерюнгринского казачьего общества Олег Иванович Евдокимов. Ну, вот о нем хотелось бы услышать, да? Лично вот для меня эта история, наверное, вот в той передаче была такой прямо
наиболее яркой, вдохновляющей, мотивирующей. Я думаю, люди, которые посмотрели сюжет об этом человеке, ну, во-первых, конечно, им восхитились. Олег Иванович очень такой харизматичный мужчина. Но меня, как педагога, конечно, в первую очередь восхитило то, что работа с детьми. Буквально, знаете, прямо настолько мне захотелось прямо поехать, переговорить, перенять опыт. Вот такое желание появляется. Да, он очень яркий, и о нем мы не знали о нем. Вот, он подключался к нам через видеоконференц-связь, рассказал о нем. Тоже человек, который видит прекрасное и созидательную направленность имеет в этой жизни. Это Александр Павлович Гриценко. Это член зампредседателя Общественной палаты Республики Саха-Якутия. И человек, который тоже является атаманом, то есть это его партнер, его коллега. И вот я думаю, что не раз к нам будут у нас на передаче, у нас на медийном проекте будут вот люди, связанные с казачеством, потому что действительно это очень самоотверженный труд. Это люди, которые вкладывают собственные деньги даже в то, чтобы у них появилась какая-то база, например, да. Но меня радует то, что, например, Сосновый Бор, наш герой рассказал об этом, да, администрация Нерингри поддержали этот проект, тоже выделяют какие-то средства, помогают с оформлением земли. Но там очень много инициатив, которые проявляют простые люди, они поддерживаются властями. Поэтому это радует, и я отсматривала, общалась со многими, узнавала, прежде чем выпустить в эфир того или иного героя, очень хорошие отзывы. Дети очень хорошие отзывы дают, им нравится. То есть, по сути дела, сейчас они готовят к жизни, к реалиям жизни, готовят именно вот такие общества. Поэтому, вообще, как меняются дети? Вот об этом он говорил, да? Да, я тоже задавала этот вопрос буквально вот вчера. И Олег тоже сказал, что да, дети меняются абсолютно точно. Они меньше стали... это бич нашего общества. Наши дети мало выходят на улицу, они мало бывают на природе. И вот они формируют сообщество людей, которые заинтересованы в том, чтобы активные игры, активные подвижные какие-то инициативы проводить. Да? И эти дети, общаясь вместе, они как бы формируют вот ту самую моду на поведение, да, поведенческие какие-то устои. И, наконец-то, отвлекаются от своих гаджетов. Поэтому это тоже хорошее начало. Олег Иванович, он сказал, мы не воспитываем детей. Но при этом, конечно же, воспитываем. Да. Он сказал, мы их учим делать. Но все равно дисциплине, наверное, конечно. Это не просто так. Еще один сюжет был посвящен волонтерской деятельности, да? Людям, которые на добровольных началах совершенно бескорыстно приходят и помогают, например, в сборе посылок для наших ребят, да? Это представители волонтерского движения Якутии, Якутия с тобой, наши прекрасные женщины. Вот что их приводит в волонтерство? Сюжет, который нас до слез довел до слез. Да, мы его снимали своими силами. Это Высшая школа инновационного менеджмента. Сами мы это делали. Мы познакомились с этим волонтерским движением. И представляете, как здорово. Наши бойцы получают за ленточкой, получают одежду, которую пошили якутяне, и там такая бирочка замечательная «Якутия с тобой». Это же прям очень теплая история такая, да? Вот эти люди, которые у нас были, женщины, там есть и мужчины, их много, но у нас было 3 героини вчера, и вот они рассказывают: я перестала работать, я вышла на заслуженный отдых, и теперь как на работу хожу в волонтерский центр и работаю там. Понимаете? Есть люди, которые взяли на год отпуск и полностью посвятили свою жизнь вот этой работе, понимаете? И очень трогательно было, когда одна из героинь сделала призыв, обращаясь ко всем якутянам, и сказала: приходите к нам, помогайте, нам очень нужны ваши руки. Очень трогательно. И таких людей много в нашей республике. Это ли не герои? Конечно, герои. Хорошо, дорогие друзья, сейчас мы прервемся на небольшую рекламную паузу, после чего вновь продолжим наш разговор. Не переключайтесь, оставайтесь с нами. Сегодня мы говорим об общественном проекте «Свои», который посвящен патриотизму и, конечно же, героизму.
Дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу. И сегодня наш разговор посвящен теме героизма и патриотизма. В частности, мы говорим об общественном проекте «Свои», который рассказывает нам, современному поколению, о людях, которые совершают добрые и патриотичные дела. Кто они, герои нашего времени? Об этом и многом другом сегодня мы беседуем с гостями нашей студии. Я напомню, что это член Общественной палаты нашей республики, заместитель директора Высшей школы инновационного менеджмента Якутии Наталья Альбертовна Кашперская и эксперт проекта, общественный деятель, представитель Лиги женщин города Якутска Антонина Степановна Титова. Дорогие друзья, я напоминаю, что наша программа выходит одновременно на телевизионном канале НВК Саха и на нашем радио. Мы работаем в прямом эфире. Вы можете дозвониться к нам в студию по телефонам 32 2066 32 11 66. Ну и следующий герой вот очередного выпуска – это представитель Сунтарского улуса, директор Бордонской школы Михаил Алексеевич Максимов. Да? И он вместе с членами своей семьи, насколько я знаю, сделал уборку территории, которая находится именно на границе улуса. Вот о чем его поступок говорит, на ваш взгляд? Вы знаете, совершенно случайно в телеграм-канале наткнулись на вот это событие летнего периода. Начали узнавать, звонить, так ли это. Потому что нам сказали даже, что его опыт подхватили другие люди, и теперь как бы это волонтерское движение. Связались с директором, он не видел ничего героического в своем поступке абсолютно. Он сказал, ну да, мы просто вот ехали, увидели, остановились и сделали эту уборку. Мне кажется, что это героический поступок, потому что я, например, горжусь тем, что была во всех практически районах нашей республики, и мы же всегда, особенно когда путешествуем по земле, мы обязательно останавливаемся в этих местах, на границе, мы там отдаем дань территории, в которую вступаем, да, обряд своеобразный делаем, и для нас очень важно, чтобы там было чисто. Правда же? Потому что это говорит об облике. Конечно. Улуса, да? И когда мы видим, что что-то не так, мы достаем телефон и быстро фотографируем, выкладываем у себя в соцсетях и даже иногда пишем гневные посты, да? Но нам в голову не приходит, что можно взять полиэтиленовый пакет и все это убрать. А ему эта мысль пришла в голову. Поэтому я считаю, что это очень патриотический поступок. Тем более это педагог, это директор образовательного учреждения. И вот в его школе, в Бордонской, да, это стало волонтерским движением. Нам об этом вчера рассказал заместитель начальника управления образования Сунтарского района. Вот. И дальше, насколько мне стало известно, что наш родной с Антониной Кобяйский район тоже подхватил эту инициативу. Ну, как и здорово. теперь, да, и теперь это вот стало такой вот традицией хорошей, понимаете? Поэтому мне кажется, что это здорово, что такие вот люди есть, тем более такие люди в образовании. Почин заложен. Да. Ну, я думаю, что на самом деле, если это граница, то, наверное, количество мусора было немаленьким. Конечно, да, у нас тоже по этому поводу были видеосъемки, там очень большое количество, но вот и дети, и супруга поддержали папу, супруга, и все это сделали, убрали, привели в порядок. Следующая героиня проекта – это учредитель благотворительного фонда конно-спортивного клуба «Мустанг» Лидия Сергеевна Полежаева. Вот откуда вы узнали о ней? И вот чем она, например, проявилась? Да, вы знаете, у нас предприниматели – это очень неравнодушные люди, и я их просто за то, что они занимаются своим делом, всегда называю героями. Так оно и есть. Вот, они делают нашу с вами жизнь, потребителей, гораздо лучше, удобнее, комфортнее. И вот Лидия, как раз мы сейчас на экране видим, и очень красивая девушка, которой в 12 лет родители подарили на день рождения лошадь, и она просто увлеклась этим. Потом это все переросло в профессию, в ее, по сути дела, бизнес-проект. Поэтому о ней нам рассказала замечательная предпринимательница. Это Гинес Мариада Анатольевна, потому что они общаются. Вот. И Лидия пришла не одна, она пришла со своим инструктором, она пришла со своими воспитанниками. Нас, конечно, больше всего интересовала тема, что Лидия абсолютно бескорыстно принимает к себе в клуб людей, которые вернулись из-за линии, которым нужна реабилитация, то есть это наши мужчины, наши воины, и она им абсолютно бесплатно предоставляет возможность пройти эту реабилитацию. Но кроме этого, Лидия еще и занимается
детками особенными. Учит их, тоже снимает напряжение, там, с опорно-двигательной системой и так далее. Да? Ипотерапия, да. Поэтому, конечно, она героиня. Это очень дорогостоящий проект, вообще лошади, содержание конюшен, но, тем не менее, она находит в себе силы, возможности какую-то часть своего времени отдавать на бесплатные проекты. То есть она благотворительностью занимается. Был такой очень теплый, добрый отзыв от участника СВО, который проходил реабилитацию. Это вообще очень трогательно, конечно. И мальчик, который нас удивил. Вы представляете, в принципе, ребенок с заболеванием, но он стоит на лошади. Ножками стоит на лошади и еще играет на хомусе. Здорово, да. И еще один герой проекта, также предприниматель, это руководитель охранного агентства. Да, руководитель охранного агентства. Но это, знаете, прямо человек, который принял все, что происходит с нашей страной, как свою боль. Поэтому, конечно, он очень хочет, чтобы вся помощь, которую мы собираем для наших бойцов, она была доставлена, чтобы все это, чтобы логистика была абсолютно четко продумана, простроена. И он делает все возможное для того, чтобы у нас не было сбоев в этой цепочке, понимаете? Поэтому, да, такие люди, как наш герой, они заслуживают внимания, уважения всяческого. Вот. И я думаю, что у него все получится, и его бизнес, он так или иначе, вот охранное агентство «Щит и меч» называется, оно связано как раз с его профессиональной деятельностью, и я думаю, что он не сбавит обороты, он будет их только набирать, потому что это настоящий патриот, это человек, который так или иначе занимается любимым делом. Поэтому, да, таких героев много, и я думаю, что их будет с каждым днем все больше и больше. Это вот, знаете, Лидия Сергеевна и вот предприниматель, руководитель охранного агентства, вот, знаете, это люди наискромнейшие, которые... Вот он даже сказал, вот буквально во время передачи, партизанская... Да, он какую-то фразу сказал. Партизанская благотворительность. Мы занимаемся партизанской благотворительностью, не выпячиваем, не рассказываем об этом нигде, понимаете? Вот. Но в то же время вот очень, я думаю, полезность этой передачи и в том, что Лидия Сергеевна получила поддержку в плане того, что ей предложили помощь, консультирование для развития ее бизнеса. Потому что люди настолько скромно и всегда рассчитывали на свои силы, только на свои силы. Хотя есть все возможные разные поддержки, да, именно от государства, и где, скажем, Лидия Сергеевна могла бы поучаствовать, получить поддержку как предприниматель для развития своей... Потому что ее бизнес, он социальной направленности имеет, и, конечно, она вполне может претендовать на 500 000 рублей для того, чтобы ей было проще, ей было легче, конечно. Но мы проконсультировали ее, подарили ей бесплатные консультации, ориентировали ее на Министерство предпринимательства, торговли и туризма, на центр «Мой бизнес», где она сможет оформить документы, встать в реестр социальных предприятий. Я думаю, что все получится у нее. Да, я тоже в это верю. Хотелось бы знать вообще, на какую аудиторию рассчитан проект, да, как идет его продвижение. И я думаю, что многие наши телезрители, радиослушатели заинтересованы в том, чтобы увидеть. Да, вы знаете, конечно, мы хотим как можно на более широкую аудиторию ориентироваться, потому что я думаю, что у каждого, кто сейчас нас слушает, возникает образ того человека, которого он считает патриотом. И поэтому мы готовы услышать всех и каждого абсолютно. Я готова даже свой личный телефон дать для того, чтобы мне писали о таких примерах. И, может быть, мы их действительно возьмем в разработку и расскажем о них. Это 8 914 224 6995. А так мы эту передачу размещаем, всю запись размещаем в Телеграм-канале, ВКонтакте, в Рутубе, на канале Дзен, ЕСИА и Улус Медиа. Ну, то есть стараемся сделать везде, и кроме этого, да, она занимает примерно 1,5 часа, а потом каждый отдельный герой – это отдельный ролик. 5 минут. Сюжет. Да, отдельный сюжет. Рассказ. И мы их тоже будем по всем каналам размещать. И я думаю, что
страна узнает о своих героях, скажем прямо. Ну да, действительно, республика у нас большая, и я думаю, что таких примеров патриотизма можно найти достаточно большое количество, конечно, в каждом улусе. Я думаю, что предложения к вам обязательно поступят, да. А вот хотелось бы знать о ближайших ваших планах, да, вот, может быть, есть какие-то перспективы развития этого проекта, может быть, обрастание какими-то новыми идеями, формами и так далее. Да, вы знаете, мы подумали о том, что, конечно, здорово, да, что у нас вот есть такие герои, что мы о них рассказываем всем жителям Республики Саха-Якутия, но передача это, минутная, полуминутная, да, там короткий промежуток времени, занимающий для просмотра, и нам не хотелось бы их потерять и забыть. Поэтому мы решили писать летопись всех наших героев и собрать их в одном месте. И это, скорее всего, каждый квартал мы будем издавать небольшую брошюру. Это будет собрание историй о патриотах великой страны. И каждый квартал вот такие маленькие брошюры будут складываться в большой том. И я думаю, что чем дольше будет наш проект длиться, тем толще он будет становиться. И героев, становится хороших людей, будет становиться больше. И вместе с ними будет формироваться вот та самая положительная патриотическая повестка в нашем обществе, в нашей стране. И все меньше и меньше, и слабее будут голоса критиков, которым не нравится то, что происходит вокруг них. Но я предлагаю, мы уже об этом говорили, что такой замечательный проект, как «Свои», он расширится и выйдет за границы нашей республики. И я думаю, что он станет интересен для всех регионов нашей огромной страны. Кстати, вот о проекте я говорила, да, его продвижении, об информировании, да, об этом проекте. Где и вот, может быть, вы планируете в ближайшее время рассказать о нем, показать его, может, презентовать? Да, конечно. На более таком широком уровне. В этом году, летом, мы принимали большой форум сообщества у нас в республике. Приезжала Общественная палата Российской Федерации со всех районов, со всех регионов, с очень многих были у нас гости. И вот финальный форум сообщества проводится в начале ноября, 2-3 числа в Москве. Я абсолютно точно убеждена в том, что нам удастся рассказать о проекте «Свои» и там. По крайней мере, я подала заявку на то, чтобы рассказать о наших замечательных якутянах на всю страну. И я больше чем убеждена, что этим проектом заинтересуются и документалисты наверняка, и, может быть, кто-то из жителей нашей замечательной республики войдет в историю нашей страны действительно. Может быть, снимут отдельный какой-то фильм о них. А вот знак вот ваш как-то тоже можно было бы масштабировать? Мне кажется, вот если да, конечно, если мы говорим о том, что этот проект вот с его брендбуком уже утвержденным, да, заинтересует, например, представителей других регионов нашей страны, мы с удовольствием готовы с ними дружить на эту тему, и они смогут выпустить такой же знак в картографическом изображении их региона и точно так же дарить его всем участникам. Вот наши радиослушатели, телезрители спрашивают, кто работает над этим проектом, кто снимает и так далее. Это все делается силами Высшей школы инновационного менеджмента, моими коллегами и при помощи членов Общественной палаты Республики Саха-Якутия. Хорошо. И хотят знать вообще, как происходит отбор кандидатов проекта. Говорят, мы готовы дать своих героев, но не уверены в том, что вот вы их одобрите. Да, вы знаете, их одобрение проходит не только у меня, но в любом случае нужно написать вот на тот номер, который я продиктовала, 8-914-224-6995. Просто написать о том, что есть вот такой человек, и оставить свой номер телефона. Я обязательно вам перезвоню, мы уже поговорим детально о вашем герое и подумаем, как его лучше представить. Школьники спрашивают, вот заинтересовались вашим проектом, хотим сделать подобные в нашем улусе. Можно ли поделиться опытом, на кого выйти, чтобы узнать подробности? Да, вот по этому же номеру можно, мы готовы видеть и школьников среди наших героев. Это тоже интересная для меня тема, поскольку я все-таки педагог по первому образованию. Поэтому, да, очень было бы здорово. У нас, кстати, школьники очень активные патриоты, поэтому если они
готовы стать героями, рассказать о своей инициативе. Мы их только поддержим. Еще раз номер телефона, пожалуйста. 8 914 224 6995. Спасибо. Кто из общественников поддержал вас в этом проекте? Кого вы хотели бы поблагодарить за помощь? Это члены Общественной палаты Республики Саха-Якутия. Альбина Прокопьевна Черепанова. Это человек, который первым отозвался. Она меценат со стажем. Она поддерживает все патриотические проекты. И она как раз у нас была одним из экспертов. Представляла своих земляков из Алекминского улуса, Читу Анисимовых, которые, несмотря на то, что их сын, к сожалению, не вернулся с передовой, они продолжают дело, которое начал их сын. Они сейчас собирают посылки, они осуществляют логистические все направления, то есть они прямо работают вместе с супругой Чита Анисимовых. Низкий им поклон за это. Многодетная семья, и они продолжают дело своего сына. Альбина Прокопьевна рассказывала об этих людях. Конечно, такой общественник, как Антонина, который у нас сегодня является гостем, член общественной, в недавнем прошлом член Общественной палаты Николай Бугаев, который сейчас является депутатом Илтумен. Он тоже поддержал этот проект, и я думаю, что неоднократно он будет представлять своих героев, потому что он возглавляет патриотическое сообщество, военно-патриотическое. Поэтому, конечно, он будет среди этих героев. И каждый член Общественной палаты наверняка рано или поздно расскажет о своем герое, который его потрясает своим желанием изменить этот мир к лучшему, а нашу республику сделать сильнее. На данное время сколько у вас экспертов? Вы знаете, мы их не считаем, они у нас на вес золота, но я думаю, что мы уже перешли на второй десяток. Хороших людей в нашей республике много. Антонина Степановна, я знаю, что та героиня, которую вы предложили, она уже стала одним из героев передачи. Может быть, у вас есть и еще какие-то задумки? Конечно, я новые кандидаты? Как раз хотела сказать о том, что я еще предложу, потому что на самом деле людей, которые любят свою родину, готовые что-то делать для ее развития, процветания, их много. И я предложила вспомнить песню «С чего начинается Родина». Да, кстати. Трогательная, абсолютно такая, очень прямо в тему проекта. Хорошо, я благодарю вас за очень интересный разговор. Дорогие друзья, это была программа «Якутск сегодня». Всего вам доброго. До свидания. У нас никому не отнять